В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. С вами сегодня я, Эсма Голанзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске репортаж совещания президента Абхазии Аслана Бжани, последствия пожаров, бушевавших в республике в праздничные дни января, репортажи о людях, победивших COVID-19 и многое другое. Президент Абхазии Аслан Бжани провел совещание с членами районных оперативных штабов по борьбе с незаконной деятельностью криптоферм. В ходе встречи главы районных и городских администраций отчитались о проделанной работе. Первым о проделанной работе оперштаба по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии отчитался глава администрации Гагарского района. По словам Юрия Хагуш, общая нагрузка на электросети по району снизилась на 26 мегаватт, обесточено 32 криптофермы. Сейчас в районе отключение электроэнергии происходит только во время аварийных ситуаций. Каждый день штаб выезжает, выполняет все поставленные задачи. Количество отключений уменьшилось? Отключений нет. Ну, я имею в виду, верных отключений нет. А какие есть отключения? Но если какие-то поломки на линиях. Связано с аварией, да? Да. Так, я правильно понимаю? В таком случае, да. Хорошо. 32 фермы отключены? Да. Адреса и фамилии, имена известны? Все есть здесь. Значит, я на неделе приеду неожиданным образом. Адреса передать сюда, чтобы списочек у меня был. Я приеду, проверю. Также приедет глава администрации, исполняющий обязанности премьер-министра. Мы сейчас распределим по чиновникам районы, города. Приехали, то, что скажете вы, то, что написано, то, что мы увидим, должно совпадать. В Гудаутском районе нагрузку на электросети удалось снизить на 8 мегаватт. По словам заместителя главы районной администрации Валерия Абицба, обесточено 37 криптоферм, в которых было от 20 до 1500 аппаратов. Здесь данные представителя Гудаутского филиала Черноморэнерго и представители администрации не сошлись. По словам энергетика, отключено не 37, а 34 фермы. Так, 37 вы сказали, Валерий Сумович. Ваш энергетик говорит 34. А правда где? В районе за последнюю неделю на сколько часов отключали? Были такие факты? Какие населенные пункты? Отключали, где федера, которые перегрузка где была, автоматически отключали. Какое-то время мы... Ну какое время, какие населенные пункты? Можете рассказать нам? Станция Лахна, Федер Лахна. Значит, без света на какое время, какой населенный пункт остался? Сейчас у нас самая большая нагрузка село Хапста, подстанция Лахна. Алла шара да дзурдынхама брямчебжа. Ярбан кыту алла шара змамыз. Если такие факты были, шаамтай рымамыз. Это закономерный вопрос или нет, уважаемые коллеги? Кроме аварийных отключений, там вчера, например, много раз отключались, потому что большой был... Сколько было аварийных отключений, где они были? В селе Хапста. Слушайте, уважаемый коллега, уважаемый энергетик, это же вопрос, к которому население испытывает повышенный интерес. Любое отключение – это как бы острое реагирование. И сейчас, когда вы выступаете, вы, глава района и города, должен объяснить, что это происходит по таким-то причинам. И ваша информация должна быть достоверной. По словам представителей оперштаба Гудаутского района, в работе по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии возникают сложности, так как некоторые граждане отказываются впускать их в частные домовладения. Инкурсив клуб опять по 10 штук, Аслан Георгиевич. Просто у лидера на сюноп и кулацемихот. Ваш концерт нас унруло, разные друг друга по цепочкам передают. Но самое сложное сейчас у нас до сих пор остался Хапста и Звандрипш. В Ачимчирском районе за время работы оперштаба нагрузки удалось снизить на 18,9 мегаватт. Отключены 43 криптофермы. При этом, по словам главы районной администрации, представители оперштаба не успели объехать все села. В Сухумском районе нагрузка снижена на 6 мегаватт. До 22 января в Сухумском районе было выявлено 32 криптофермы. После поручения президента обнаружено еще 11. До поручения президента создать оперштабы по выявлению нелегальных потребителей
потребителей в Галском районе было отключено 4 криптофермы. После же было выявлено еще 13 объектов. За этот период были обнаружены 13 аппаратов. 13 аппаратов по производству майнинга. Один был в частном доме с мощностью 2,5 киловатт, как масляный радиатор. Ну, один уникальный изобретатель собрал. И 12 аппаратов были включены в частные станции техобслуживания, каждая по 1,2 на 14,4 киловатт. В Гулрыбском районе за неделю отключено 20 криптоферм. Мощность потребления электроэнергии снизилась на 10,6 мегаватт. Допустимая норма потребления в районе составляет 33 мегаватт. В Куршанском районе обесточено 11 криптоферм. Нагрузка снижена на 5,7 мегаватт. Мэр столичной администрации Беслан Эшба сообщил, что в столице работали 15 бригад по выявлению незаконных потребителей электроэнергии. Всего обнаружено 904 аппарата для майнинга криптовалют. Поиски также шли в кафе, гостиницах и спа-салонах. На сегодняшний день мы имеем экономию 15,8 мегаватт по городу. Вот сейчас, в данный момент. По отношению к тому числу, когда вы нам давали такие поручения. Но пока остается вопрос открытый, за счет чего это произошло. То есть машинок мы столько не нашли. Еще имеем 100 дополнительных адресов, которые отработаны этими же бригадами, где стояли ранее, значит, криптофермы. Ориентировочное количество их могло бы быть на этих местах порядка 500 штук. То есть всего, если бы на тот момент не успели бы вывести, например, это было бы 1500. В мегаваттах, наверное, это было бы 3-3,5. Да? Но результат имеем в высвободившихся мощностях порядка 17-16 мегаватт. Значит, мы очень глубоко анализируем, бригады дальше продолжают работать. Майнинговые аппараты искали в частных квартирах и домовладениях. Было осмотрено 483 квартиры, 603 дома, 130 подвалов и чердаков столицы. Работа оперштабов по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии, созданных по поручению президента, продолжается. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Михаил Братухин. Абхазское телевидение. В субботу, 30 января, Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Очимчирский, Тхварчалский и Галский районы республики. Глава государства на местах провел совещание с руководителями районных администраций и представителями штабов по борьбе с незаконной деятельностью криптоферм. Президенту предоставили списки всех майнинг-объектов, отключенных в районах. Аслан Бжания отметил, что он лично посетит некоторые объекты и проверит, отключены ли они. В рамках рабочей поездки президент также побывал на перепадной ГЭС-1 в селе Ачугуара. Главу государства проинформировали о том, как работает подстанция, о ее технических характеристиках. Специальный репортаж о поездке президента по восточным районам республики смотрите завтра. К другим темам. В начале этого года в республике вспыхнули лесные пожары. Наиболее острая обстановка наблюдалась в Гагарском и Галском районах. Так, 2 семьи Зухбая, проживающие в селе Верхний Баргяб Галского района, остались без крыши над головой. Мы с моими коллегами пообщались с погорельцами. Сгоревшая кровля и обугленные стены – это все, что осталось от 2 больших домов. Такой урон нанесла стихия семьям братьев Зухбая в селе Верхний Баргяб Галского района. Страшную ночь, когда родные стены превратились в пепелище, жильцы вспоминают с болью. Один из членов семьи, 15-летний Сандрос, слепой. Огонь он видеть не мог, но едкий запах гари его преследует до сих пор. Единственное, что мальчик успел взять с собой – это пакет с лекарствами. В ту ночь рядом с селом горели леса и сухостой. Из-за сильного ветра огонь распространился на жилище. За считанные минуты сгорел деревянный этаж одного из домов и мгновенно перекинулся на соседний. Несмотря на все усилия, МЧС пришлось объявить эвакуацию. Спасти имущество жильцам не удалось. Все ценное – мебель, бытовая техника, кухонная утварь – сгорела дотла. Даже вещи на погорельцах – это то, чем поделились сердобольные соседи и родственники. Пожарнику позвонил, приехал пожар, начали тушить этот дом. Но уже деревянный дом также уже охваченный был огнем. И с этого дома перешла на новый дом. Что успели? Постельные принадлежности вынесли, детей вывезли туда, вот туда. Постель бросили, там бросили, и она на месте сгорела. Слава Богу, что живые остались, и все.
Там кухня стояла, деревянная тоже сгорела. А свинарник и кукурузник, коровник остался. А сейчас семьи где проживают? Семьи проживают матери и сестры дома, в Гал. Там тоже они живут, и это тоже их приутили, и там живут. По-моему, все раскиданы, да? Да, раскиданы, да. А что в одном доме 8 человек принимать, это не так легко. Сейчас, я думаю, этот дом восстанавливать уже не подлежит. Это надо снести, что-то поставить там, двухкомнатный или трехкомнатный. А это можно восстановить. Но не так легко, суммопорядочно надо. Баргяб не единственное село в Галском районе, где бушевали пожары. Возгорание лесных массивов произошло еще в нескольких деревнях. Помимо жилых домов пострадали орешники и другие сельхознасаждения, а также хозяйственные постройки. После пожаров, после как нам удалось справиться с пожарами, с сотрудниками МЧС, со всеми службами, которые принимали в этом участие, 7 числа экстренно уже по распоряжению главы администрации Галского района была создана комиссия, которую я возглавляю, по нанесенному ущербу по данным домовладениям гражданам, семьи зугбаевцы, которые здесь проживали. Мы готовим помощь, конечно, мы будем обязательно помогать. Помимо этого, люди, там, бизнесмены, предприниматели и вообще люди с добрым сердцем оказывают помощь, они приходят, мы это все фиксируем, собираем, и потом в конце мы эту помощь всю соберем и дальше будем думать, что делать с этой финансовой помощью, либо им что-то построить, либо им что-то купить. Смотря, все зависит от той суммы, которую мы сможем собрать и которой мы сможем помочь. Дом построить — это одно, а еще надо его снабдить утварью. Все, что необходимо, должно стоять внутри. Как видите, один из детей очень сильно болен. Он на постоянном лечении находится. И какие-то условия, конечно, должны быть в этом доме. Всего в результате пожаров пострадало более 3000 гектаров леса в республике. Опасность возгорания по-прежнему сохраняется. Как правило, среди основных причин – длительные периоды засухи и человеческий фактор. Кроме того, в холодное время года из-за нагрузки на электросети довольно часто происходит замыкание электропроводки. В МЧС Абхазии считают, что сейчас главное – предупреждение пожаров. С этой целью спасательное ведомство страны инициировало создание межведомственной рабочей группы. Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям обратилась с предложением в Госкомитет по экологии, Управление лесного хозяйства, РУП Черноморэнерго, а также главам администрации городов и районов. В МЧС убеждены, что подобный формат позволит эффективно координировать работу. На 90-м году ушла из жизни Людмила Лабахо, заслуженный учитель Абхазии, методист, автор учебников по русскому языку и литературе для абхазских школ. О педагоге с большой буквы в нашем следующем репортаже. Всю свою жизнь Людмила Лабахо посвятила педагогике. Сначала работала учителем русского языка и литературы в Очимчирской школе. Позже заместителем директора по воспитательной работе, затем методистом. Более 15 лет была заместителем директора Абхазского института усовершенствования учителей. В стенах института изучался и распространялся лучший педагогический опыт. Спустя много лет бывшие коллеги по институту вспоминают Людмилу Лабахо как настоящего профессионала и замечательного человека. Она была человеком высокообразованным, интеллигентным, уравновешенным. По любому вопросу к ней зачем не подойдешь, она всегда могла дать дельный совет. Она, несмотря на свой возраст, она была очень энергичная, позитивная. Она всегда переживала за повышение квалификации учителей. Она была учителем учителей, и она другой не могла быть, потому что она из семьи учительской.
Ее отец был заслуженным учителем, много лет возглавлял отдел образования Чимчирского района. Мать была заслуженная учительница. Ее супруг был заслуженным учителем, он ушел, конечно, намного раньше, но все время рядом с ней стоял во всех ее начинаниях. После Отечественной войны народа Абхазии, когда институт перестал существовать, Людмила Лабахо продолжала активно работать. Она являлась бессменным редактором учебной литературы для школьников. Ею были отредактированы десятки книг. Ее опыт востребован на курсах повышения квалификации учителей. В силу своей природной скромности ее не интересовал большой карьерный рост. Она никогда не боролась за должности. Свой долг она видела в том, чтобы выполнять работу как можно лучше. Успехами других она гордилась и радовалась им больше, чем своим достижениям. دماجوب لراب لكرة يقوب يغنى رزحة لكرة يخات بيامشي نركنا أبري يغلس أشي وزريخ كنا مشكوا قايون دانم خاسر شناقي لوسورة داك خوامس توجو سري خنزز دروا أفسو حندكارة universitet جو ميثوديكا تخشيقو وبراقا ميتاديست ساوصلوان لنبزلك إزلارا لنبزلك إزوبرياكون أفسو شكول كرجة أورس بزشي الليتراتوري أشقوا أبلزون يخو جرانزكي أبلزون يخو جرانزكي الكلام شناكلنا بي يكم كت حنباتس دارز قالس ردورة يردر كلوتي حد حكلوت أوصلت زواز يخا يماتيو بدراخة يعني خكاسكي قب رتسيبيس جزتعواز علىك وبريلز بخزم دروتش كده قزم لبستا بزي خايد وحك رقصر دال خدام زايد حقو جدا عن خوتنا ونكتة. Людмила Лабахо прожила долгую жизнь, смыслом которой было воспитание молодого поколения. Светлая память будет вечно жить в сердцах тех, кто ее знал, в сердцах ее коллег и учеников. Эсма Голандзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В феврале в Абхазии пройдет масштабная акция по стерилизации бездомных и домашних животных. Для этого и в республику приедет группа волонтеров и ветеринаров из Новосибирска. Специалисты планируют прооперировать более сотни животных. Зоозащитники уверены, что именно своевременная стерилизация поможет решить проблему бездомных животных в нашей стране. К нам приедет команда из Новосибирска, которая ежегодно занимаются стерилизацией по такой вот акции, по удобной очень. В Индии, в других вот странах, где также запущено с бездомными животными. Вот. И они должны были приехать еще в прошлом году, но из-за пандемии, к сожалению, некоторые планы наши отодвинулись. И вот буквально где-то в январе в начале они мне позвонили, сообщили о том, что, что мы сели, все это будем проводить. Естественно, я долго не стала ждать. В любом случае, такую возможность упускать не хотелось бы. Это колоссальное сокращение популяции. То есть, если в среднем их умножить, количество, которые родившиеся щенки, котята, то это будет превышать больше 1000. К теме коронавируса. Как известно, пожилые тяжелее других переносят COVID-19. Но историю людей, о которых пойдет речь в нашем следующем сюжете, доказывают, что победить болезнь можно в любом возрасте. Гугу Цавардания продолжит тему. Жителю села Тамыш Вадиму Николаевичу Чачхале 80 лет. И сегодня он может смело сказать, что победил COVID-19. 4 декабря он и члены его семьи почувствовали себя плохо. Поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель. Верить в то, что это коронавирус, не хотелось, ведь они, как никто, соблюдали меры предосторожности. 1,5 месяца мы все не выезжали в Сухуми, не ездили до этого. 1,5 или 2 месяца, может, даже боялась. Эта жена вообще боится, она не выходит со двора. И пойдешь в магазин, же надо же жить, что-то же надо иметь. Вот в магазин, в Чаркете в магазин ходили, и там вот здесь наши маленькие магазины, и все. Понятия не имеем, чтобы мы куда-нибудь ходили на свадьбу или там на похороны. Не было такого. Где-то мимо, наверное, прошли у кого-то и схватили. Вначале у меня температура была ночью 37,3. Я утром встала и сказала, говорю, у меня температура.
Зашла, но ушла сразу в комнату. Думаю, мало ли я заболела. Ну, днем не было, ночью опять температура. А утром встаю, у нее, она говорит, я нюх потеряла. Мы испугались. Если бы не она, может быть, я и не пошла бы к врачу. И заставила нас все втроем пойти и сдать тест. Сегодня в доме у Вадима Чачхали живет 3 человека. Он, его супруга Тина Владимировна и невестка Эмма, вдова брата. Дети уже давно выросли и живут в разных местах. Тесты показали положительный результат у всех 3. Если члены его семьи могли лечиться дома, то сам Вадим Николаевич практически на следующий день после результатов анализов попал в больницу. Но самое главное, что он обратился за помощью специалистов вовремя. Хоть и чувствовал себя плохо, момент, когда за ним приехала карета скорой помощи из Ачимчирской ЦРБ и как он оказался в больнице, Вадим Николаевич отчетливо помнит. Просто температура растет от 39. Просто руки тряслись, ноги тряслись, я уже и разговаривать не смог. Машина подъехала и меня забрали отсюда. Подняли на 2-й этаж, но я себе уже сам не узнаю вообще. Это на грани уже смерти, жизни и смерти у меня было. Если бы я остался до утра еще, точно не выдержал бы, с учетом моего возраста, 80 лет. С этого момента врачи ни на минуту не оставляли своего пациента. О них Вадим Николаевич сегодня вспоминает с большой теплотой. Персонал медицинский, как встречают там. Такой сплоченный коллектив просто, я не знаю, где-нибудь еще может быть такой. Медсестры улыбаются, только с улыбкой обслуживают. А главвраче больницы Мадони Кишмария говорит, что она буквально поставила его на ноги. Она просто приходит, каждый ее обход, это вселяет уверенность, что ты проживешь, что ты живой останешься. На 17-й день Вадима Чачхали выписали из больницы и в медучреждении. И после выписки он мечтал лишь об одном – поскорее увидеть внуков. Я все думал не о себе, потому что 80 лет, дай Бог, вы 2 раза больше прожили, но 80 лет каждый мечтает сегодня дожить. Я доволен своей жизнью. Единственное, чего я жалел, что это внуки мои. Сюда. Из грезы тракон смотрят. Как сахар из-под зуба. А все остальное я прожил жизнь, считаю, что достойно. С самого начала возникновения пандемии коронавируса врачи говорят, что пожилые люди находятся в особой зоне риска в силу возраста и приобретенных хронических заболеваний. Но, к счастью, количество выздоровевших среди пожилых достаточно большое. В их числе и Ламара Кучуберия. Ламара Ирастовна работает фельдшером в селе Река уже 32 года, а в своей профессии и вовсе 51 год. Всю свою жизнь она посвятила любимому делу. И даже когда началась пандемия, продолжала работать, лечить людей. Принимала пациентов не только на работе, но и у себя дома. При этом, помогая другим, она заболела сама. Все возможное, то, что можно делать в стационаре, то и делаем мы здесь тоже. Бывает, что порой сама назначаю, таких легких больных. Бывают такие больные, что их не отправишь в город. Пока отправишь, не дай бог, что случится, таких больных мы сами. Тут А когда пандемия началась, все-таки, вы тоже, наверное, так же работали, тоже лечили? Работала, да. У меня ходили с температурой, с кашлем ходили. Но я, хотя это предохраняла себя, все, маску, все то, что нужно, да, антисептики. Но, знаете, когда слабый организм, он найдет куда идти. Ламара Ирастовна тоже проходила лечение в Ачимчирской ЦРБ. Пролежала в госпитале 17 дней. Болела тяжело, ведь у женщины 2 операции на сердце. Но благодаря усилиям врачей и силе духа ей удалось победить. Тут слов не найдешь, чтобы их похвалить или что-то сказать за этих девчат, которые лечили, эти медики. Просто им спасибо. Потеряла и запах, и вкус, все.
И эта слабость вообще неописуемая. А вы сейчас, вот после того, как выздоровели, вы также на работу ходите и также лечите больных ковид? Хожу. Я и сегодня была. С тех пор, как Ламара Ирастовна выздоровела, она не пропустила ни одного рабочего дня. В фельдшерском пункте их двое. Она и медсестра. Прием не маленький. Прием большой у нас. А сколько в день примерно человек вы принимаете? В среднем, да? 7-8. В среднем это такая статистика. А так, конечно, бывает и 11, бывает и 12. Ну, сейчас в большинстве ковидные к вам поступают. Ну, бывают и ковидные, и такие больные, у которых почечно-каменная болезнь с приступами, давление, когда высокое, какая-то сердечная боль. Вот такие тоже очень многие. Да. Сейчас 22 человека болеют, правильно? Ну, они уже... Двое у меня вот сейчас, пока еще не ясный анализ. А остальные выздоровели, получается? Да. Паника, говорят, усугубляет болезнь. Да, вот что можете об этом сказать? Представьте, вот страх им больше усугубляет заболевание. Это факт. Это то, что я знаю со своими больными. То, что проходило. Приходится успокоительное назначать. Кто паникует, кто заболел этой болезнью, вот бывает, пришел положительный результат, и человек духом падает. Что можете этим людям сказать? Этим людям первым долгом я себя ставлю в пример. Потому что я страх не ощущала, я их подбодрю обязательно, что это не так уж сложно. Если вы будете подчиняться врачу и лечению как нужно, то страх, это все снимется. Кроме любимой работы, у женщины есть небольшое хозяйство, и она все успевает. Ламаре Кучебере 78 лет, и она тоже победила ковид. Ламара Ирастовна и дальше будет продолжать помогать людям. Мой возраст – это чисто не рабочий возраст, но пока есть какие-то знания, пока есть какая-то сила, я не хочу это бросать. А эти кадры сделаны совсем недавно в Тхуарчалской ЦРБ. Их в соцсетях выложил внук переболевшего COVID-19 Ахра Харчилава. Его дедушке 90 лет, и он тоже победил коронавирус. Да, на юбилей не забудьте. Вы обещали на юбилей. У вас есть завтра. Обязательно. Гугуца Вардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Берегите себя и своих близких. И не забывайте о мерах безопасности. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.